Главные события уходящего понедельника, 24 августа, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Восточные ЖД-полигоны, новый инвестцикл гидроэнергетики. В Москве состоялось очередное заседание Госкомиссии. Расскажем подробности. В Якутии продолжается работа по стабилизации ситуации с топливоснабжением. Для сокращения очередей в столице увеличат число АЗС. Фекальное загрязнение обнаружили в продукции шаурмичной в Якутске. Проверку в заведении провели после массового отравления посетителей. В Ленске прошел велоквест «Восстановленный город». Мероприятие посвятили 25-летию со дня восстановления города после наводнения. Ну а во Владивостоке прошло открытие фотовыставки «Лица Севера. Этнография в кадре». В Якутии продолжается работа по стабилизации ситуации с топливообеспечением. Для сокращения очередей в столице увеличат число АЗС, доступных для заправки граждан, за счет предоставления товарного займа частным сетям «Сибойл» и «Туймада-нефть». Это позволит расширить сеть работающих заправок и снизить нагрузку на существующие точки. Займ предполагает передачу топлива частным операторам на условиях последующего возврата, что даст им возможность увеличить объемы продаж без дополнительных финансовых затрат. Ожидается, что уже в ближайшее время дополнительные АЗС начнут работать в полном режиме, особенно в районах с наибольшим спросом. Глава республики подчеркнул, ситуация с топливом остается под контролем. Власти также ведут переговоры с федеральными поставщиками о наращивании поставок в республику, чтобы стабилизировать рынок. Мы встречались и с руководством Федерального оперативного штаба, с вице-премьером Александром Ильичем Новиком. Есть понимание, что ряд заводов сейчас после ремонтов как раз уже начинают работу. И сегодня решены главные вопросы для нас. Это в первую очередь вопросы северного завоза. Мы по северному завозу в Арктику всю необходимую номенклатуру нефтепродуктов уже отгрузили. Конечно, я понимаю людей, которые вынуждены часами стоять в очереди, но надо понимать, что идет война. Враг не дремлет, враг именно бьет по самому больному. И в этих условиях надо сохранять выдержку и спокойствие. Ну а с точки зрения, еще раз говорю, отгрузок, то мы сейчас в пути уже видим достаточное количество топлива, которое нам позволит, по крайней мере, пусть с ограничениями, но в ближайшие месяцы нормально обеспечивать топливом центральную часть Якутии. Очередное заседание Госкомиссии «Энергетика» под председательством Айсена Николаева состоялось в Москве. В ходе совещания рассмотрено сразу два вопроса. Ход развития восточного полигона железных дорог и меры, необходимые для запуска нового инвестцикла в гидроэнергетике. Подробнее в сюжете Туяры Константиновой. Первый вопрос заседания Госкомиссии – мониторинг восточного полигона железных дорог проходит в закрытом режиме. Журналистов просят удариться в кулуары. Перед членами Госкомиссии докладывает заместитель министра транспорта России. И по первому вопросу, по мониторингу строительства объектов железнодорожной энергетической инфраструктуры, разрешите слово предоставить Алексею Николаевичу Шило. Восточный полигон железных дорог входят Транссиб и БАМ. Общая протяженность трассы 14 тысяч километров. При этом электрифицирована ровно половина. В границах восточного полигона перевозится 23 миллиона пассажиров в год. Полигон расположен в 3-часовых поясах и пересекает 16 крупных рек, в том числе реку Лена. Второй вопрос повестки – гидроэнергетика. Россия использует только 20% своего экономического гидропотенциала. Генеральной схемой до 2042 года планируется ввод в эксплуатацию 7 гидроэлектростанций и 5 гидроаккумулирующих станций общей мощностью 7,5 гигаватт в час в 11 регионах страны. По итогам заседания правительств в России сформированы предложения. Госкомиссия считает необходимым в качестве мер господдержки гидроэнергетики внедрение долгосрочных механизмов возврата инвестиций, современных технологий и оборудования, совершенствование федерального законодательства. Следующее заседание Госкомиссии по энергетике состоится на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Он будет посвящен газификации Дальнего Востока. Вопросы газификации Дальнего Востока, они всегда у нас находятся в зоне нашего внимания. Газификация регионов Дальнего Востока должна проходить более интенсивными, скажем так, темпами. Много сделано «Газпромом» и другими за последние годы в этой области.
Вместе с тем мы понимаем, что есть ряд таких системных вопросов, которые требуют обсуждения. Есть вопросы, связанные с социальной газификацией, есть вопросы, связанные со строительством объектов и газотранспортной системы, и со строительством, переводом, скажем так, тех или иных электростанций на газовое топливо. Есть вопросы, связанные вообще в целом, еще раз говорю, уже с глобальными программами по дальнейшему развитию газовой промышленности региона. Туяра Константинова, Айтал Батюнов, Москва. В Якутии действует 59 лесных пожаров общей площадью более миллиона гектаров. За минувшие сутки специалисты обнаружили еще 2 новых очага в Оленёкском и Нюрбинском районах. Один пожар удалось полностью ликвидировать. Сейчас тушение продолжается на 9 объектах, 3 из которых уже локализованы. В борьбе с огнем задействовано 232 человека и 21 единица техники. Мониторинг территории с воздуха обеспечивает 14 судов и наземные патрули. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 512 лесных пожаров, которые охватили свыше 1,5 миллиона гектаров. На тушение лесных пожаров привлечено 519 человек и 35 единиц техники. Также на удаленной территории действует в зоне контроля 50 лесных пожаров. Данные пожары угрозы населенным пунктам и объектам экономики не представляют. Данные пожары приостановлены тушение по решению КЧС. Чрезвычайная ситуация в лесах регионального характера на территории республики сохраняется. Также особый противопожарный режим также сохраняется, поэтому просим граждан соблюдать меры пожарной безопасности в лесу. В столице республики завершили аварийно-восстановительные работы на участке по улице Кирова, где ранее просело полотно. Подробнее о ремонте и промежуточных итогах дорожного сезона Анастасия Пуляева. Участок дороги возле первой поликлиники по улице Кирова небольшой, однако объем работ довольно внушительный. Демонтаж асфальтобетонного покрытия, включая щебеночное основание, последующая укладка грунта и его укрепление над подземными сетями. Была произведена укладка асфальтобетонного покрытия в 3 слоя. Были произведены работы по устройству тротуарного покрытия, вот где пандус. Там новые бордюрные камни, новые поребрики, новая плитка была установлена. На данное время работы завершены, наверное, на 99%. Сейчас, грубо говоря, убираем мусор. Основной причиной для просадок асфальта является потепление внутри грунта и движение больших грузов. Параллельно с улицы Кирова в нормативное состояние привели участки на Чернышевского, Богдана Чижика и Вилюйском тракте. Причем все работы проведены в рамках текущего содержания дорог, а не капитального ремонта. В этом году у нас очень, в принципе, удачно все произошло, потому что у нас было порядка 10 подрядных организаций, которые выставляли по 2, по 4 бригады. Да, то есть оперативно мы выходили. Сейчас, конечно, на завершающей стадии уже работы, и осталось чуть меньше, как я сказал, 2500 квадратных метров, которые мы добьем в осеннем сезоне. Это уже последний завершающий штрих, и потом уже на зимнюю эксплуатацию дорог уже перейдем. Сезон ремонта дорог в Якутске довольно непродолжительный, около 6 месяцев. Весной заполняется дефектная ведомость, а с мая начинаются работы. В этом году из 15 тысяч квадратных метров поврежденного полотна уже залатали 13, а оставшуюся часть доделают осенью. Анастасия Пуляева, Степан Атастыров, Якутск. Проверка, проведенная после массового отравления посетителей шаурмой в киоске в столице, выявила сразу 15 серьезных нарушений санитарных требований, в том числе фекальное загрязнение продукции. В результате деятельность заведения приостановлена на 90 суток. Специалисты установили, что в киоске не было необходимых маркировок и журналов контроля. Нарушались правила хранения продуктов и организации рабочего процесса. У части работников и вовсе отсутствовали медицинские книжки. Проверка также показала неудовлетворительное санитарное состояние помещения. Были обнаружены грязь и застарелые загрязнения, не проводилась должным образом текущая ежедневная уборка. Рабочие поверхности недостаточно обрабатывали, а дезинфицирующие средства либо отсутствовали, либо использовались в недостаточной концентрации. К другим темам Минфин России подготовил меры поддержки бизнеса, пострадавшего в результате атак украинских БПЛА на объекты группы RWB, а также меры по сохранению функционирования компании. Соответствующее постановление внесено в правительство страны. Для пострадавших предпринимателей устанавливается право на продление сроков уплаты на 12 месяцев НДС, налога на прибыль, налога на применение УСН, страховых взносов и авансовых платежей. Кроме того, поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, суммы понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода.
Организация детского отдыха и оздоровления остается одной из мер поддержки семей участников специальной военной операции в Якутии. Это направление реализуется в рамках программы развития образования за счет целевых субсидий. В этом году оздоровительной кампанией было охвачено более 3000 детей военнослужащих. Основная часть ребят провела каникулы в муниципальных и государственных лагерях на территории региона. В частности, профильные смены прошли на базе Центра отдыха и оздоровления «Сосновый Бор» и его дополнительных площадках. В детских оздоровительных лагерях Кескиль, Энергетик отдохнули 300 детей. И за пределами республики в Приморском крае в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» с 17 июля по 7 августа прошли отдых и оздоровление 110 детей. Таким образом, общий охват у нас составил более 3000 человек. Минпросвещение России продолжит с 1 сентября осуществлять проект «Мелодии вместо звонков», который охватит все школы страны. Вместо стандартных звонков будут звучать популярные мелодии и произведения российских и советских авторов. Об этом рассказали в ведомстве. Так, в течение сентября в школах прозвучат песни о школе, знаниях, учителях, дружбе, новых открытиях. Среди них, например, «Дважды два – 4», современная песня первых, песня «Учат в школе» и многие другие. А также песни Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Виктора Попова, инструментального ансамбля «Мелодия». Средняя стоимость букета цветов в преддверии 1 сентября составит 3250 рублей. При этом в праздничный день их цена может незначительно вырасти. Об этом рассказали эксперты российского маркетплейса цветов и подарков. При этом розы, хризантемы, альстромерии, пионы и диантусы пользуются наибольшей популярностью у россиян. Кроме цветов, активно вручают учителям сладости, подарочные сертификаты и растения в горшках. В канун Дня шахтера в Нерюнгринском районе на одной площадке впервые встретились лучшие специалисты сразу 3 угледобывающих компаний. Участникам конкурса профмастерства предстояло показать свои навыки обращения со специализированной техникой и выполнить непростые задания. На соревнованиях побывала и наша съемочная группа. Евгений Михайлович, есть попадание! Соревнования проходили на промышленной площадке компании «СТС Уголь». В них приняли участие 15 человек из предприятий «СТС Уголь», «Кабактинская» и «Долгучан». Все работники показывают очень высокие производственные показатели в дальнейшем. Все мотивированы. Каждый год для работников, которые принимают участие, каждая компания устанавливает свои награды. Мы начали этот конкурс в этом году. До этого мы проводили конкурс ежегодно только внутри своей компании. Мы очень рады, что все 3 компании откликнулись, предоставили своих лучших из лучших конкурсантов. И теперь мы начинаем новую историю в плане профмастерства между угольными компаниями нашего района. Участники продемонстрировали свои виртуозные навыки работы и чудеса мастерства на автосамосвалах, автомобилях Тонли, бульдозерах, экскаваторах и погрузчиках. Это и управление сложной техникой в ограниченном пространстве, и скоростные технологические операции. Работники точно подготовились, точно каждая компания выдала лучших людей, лучших специалистов, но и они показали мастерство. Хотел бы пожелать на следующий период времени, я говорю, 27-й год, о том, чтобы нас было больше, предприятий горнодобывающих больше, недропользователей больше, то есть нужно нам встречаться, организовываться, и все, площадку уже знаем, какая будет. Все участники успешно справились с необычными заданиями, и лишь незначительный перевес в баллах определил победителей. Призеры получили дипломы, медали и денежные премии, а победители в номинациях еще и специальные памятные подарки от главы Нерюнгринского района. Тяжелая работа, а победить чисто случайность. Копаем мы большие камни, ведра мне никогда не приходилось переставлять, не знаю. Соревнования, не сказать, что были сложные для меня. Опыт вождения имею неплохой. В принципе, в следующем разе покажем себя еще лучше. Уверенность в себе, настрой, в этом и победа. По итогам конкурса было принято решение сделать соревнования ежегодными. В следующем году эстафету проведения примет компания-победитель СТС «Уголь». Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Якутянка Наталья Леонтьева накануне одержала победу на Челябинском марафоне, проходившем в рамках спартакиады народов России. Она преодолела 42 километра с результатом 2 часа 35 минут и 1 секунда.
Спортсменка из Сантарского Улуса финишировала первой, опередив местную легкоатлетку Анастасию Деркач на 26 секунд. На третьем месте расположилась представительница Чувашии Татьяна Арясова со временем 2 часа 42 минуты. Среди мужчин победителем марафона стал Илья Кривец из Нижнего Новгорода. Искра в Якутии. В столице региона проходят учебно-тренировочные сборы футбольной школы «Спартак Якутск», в которой участвуют клубы со всей республики. В качестве специального гостя был приглашен главный тренер Академии «Искра» Павел Зотов. Подробности далее. Ежегодные учебно-тренировочные сборы – это масштабная подготовка футбольных команд Якутии к открытию нового сезона. Двухнедельная программа включает в себя как теоретические занятия, так и практическую часть. В этом же году основной упор сборов сделан на тренерах, на которых лежит задача развития как команды, так и каждого участника в отдельности. На текущие сборы мы пригласили очень опытного специалиста из Хабаровска, главного тренера футбольной академии «Искра» Павла Юрьевича Зотова. Его главная задача – это работа не совсем с детьми, а больше с тренерами, потому что мы уделяем большое внимание именно росту тренерского мастерства в нашем регионе, потому что тренеры все-таки являются именно теми самыми людьми, которые вот именно создают вот фундамент для юных спортсменов, для юных футболистов. Футбольная школа «Спартак Якутск» является одной из крупнейших на Дальнем Востоке. Всего в ней обучается свыше 400 спортсменов. Со всеми ними занимаются 9 тренеров, среди которых 3 имеют международную лицензию СИ-УЕФА. Ежегодно они проходят различные семинары и курсы. Я вот в футбольной школе «Спартак Якутск» работаю 2-й год. Я обучился на лицензию СИ-УЕФА, проходил обучение в Москве. Но я лично считаю, что у него очень интересный взгляд на футбол, очень много опыта, и надеюсь, что он хотя бы часть опыта нам передаст. Павел Зотов, как человек с 30-летним профессиональным опытом как игрока, так и тренера, отметил активную работу в развитии якутского футбола. Мы планируем подписать договор в будущем о сотрудничестве, то есть играть в товарищеские встречи, делать сборы, допустим, летом в Искре, зимой можно здесь делать, в Якутии, потому что хорошие условия, манеж. Ну и вообще сотрудничать, делиться методиками. И еще раз говорю, мы планируем, что у нас будет в будущем профессиональная команда ЮФЛ, и ребята из «Спартака» могут легко попасть в нашу команду. Подобные сборы с приглашением именитых тренеров России футбольная школа «Спартак Якутск» проводит с 2019 года. Они способствуют не только росту футболистов, но и профессиональному развитию тренеров, получающих знания от более опытных коллег. Тимур Колмогоров, Артумен Наговицын, Якутск. В Ленске прошел велоквест «Восстановленный город». Мероприятие посвятили 25-летию со дня восстановления города после наводнения. В этот день в сквере «Старожил» собрались 8 команд, в каждой по 2 человека. В торжественном открытии принял участие почетный гость, участник восстановительных работ. Он рассказал присутствующим о тех непростых днях, пожелал велосипедистам удачи и победы. После жеребьевки был дан старт велоквесту. Участникам предстояло продемонстрировать мастерство вождения велосипедом, работу в команде, преодолевая 8 этапов квеста, расположенных в разных уголках города. Задания есть на физические задания, то есть спортивные, и есть задания на смекалку, ум. У нас из станций это Краеведческий музей, Стелла, затем Вечный огонь и многие другие. Например, символичный знак есть около теплоэнергосервиса. У нас стоит столб, и на нем докуда в наводнение поднималась вода в метрах. Вот. Участники должны разгадать и это задание. На Комсомольской площади в столице проходит ярмарка пристройства бездомных животных «Пойдем в дом». Жители города смогут познакомиться с животными, которые ищут хозяев, а также получить консультации волонтеров. Подробности далее. Большинство уличных кошек и собак раньше имели дом, но оказались на улице из-за человеческого равнодушия. К счастью, мир не без добрых людей, рассказывают волонтеры. Ведь они тоже когда-то выбрали не оставаться в стороне. Захотел стать волонтером, вот как раз просто проходил и
именно решил стать неравнодушным к этой ситуации. И сам у меня кошка на передержке тоже. И я вот как раз таки помогаю в всяких акциях. Мы стараемся как можно в ответственные руки, потому что тоже бывает приносят обратно котиков, потому что не справляются с ответственностью. И так тяжело довольно-таки пристроить котика уже намного, потому что с другой стороны очень много объявлений, там тоже находят. Так просто взять, тяжело очень котиков. Волонтеры движения «Помоги выжить» консультируют по вопросам стерилизации, вакцинации и всему, что связано с уходом за домашними животными. Отмечается, что помочь можно не только выбрав питомца, подопечные движения всегда рады подаркам в виде кормов, наполнителей и лекарств. Волонтеры, они прям ездят, лечат, да, а мы просто отправляем донат. И это ничего сложного, вы всегда можете обратиться в эту благотворительную организацию. И также я пристраиваю котиков. Мессенджер, да, Тумба, ник. Тумба, _, ник. От не берут, сразу говорю, в приюты. То есть многие хотят пристроить, их не берут, потому что у них иммунитет слабый. Поэтому за свой счет я еду, все эти глистогоны, все это покупаю, и потом полная программа. Если что, лоток, переноска, все предоставлю. Все животные прошли ветеринарный осмотр, вакцинацию и полностью здоровы. Питомца можно выбрать с 11 до 19 часов ежедневно до 1 сентября. Марфирина Алексеева, Илья Сыромятников, Якутск. Слово «нишевый» распространилось за последнее время настолько, что может получить звание «Слово года», которое могло ему достаться еще в 2025-м. Об этом сообщила эксперт Минпросвещения страны, профессор филологического факультета РГПУ имени Герцена Наталья Козловская. Она отметила, что по данным архива «Интегрум», самого большого архива русскоязычных СМИ, употребляемость слова заметно выросла за последние годы. В пользу того, что «нишевый» может стать словом года, говорит, по словам эксперта, еще один важный показатель – расширение его сочетаемости. Козловская объяснила, слово по-прежнему обозначает то, что рассчитано на узкую аудиторию, но теперь у него появились и новые смыслы – нестандартность, редкость, необычность. В Владивостоке прошло открытие фотовыставки «Лица Севера. Этнография в кадре». Автор работ Юрий Слепцов, уроженец Якутии, ученый-этнограф, чья профессиональная судьба неразрывно связана с изучением коренных малочисленных народов Севера. Подробности расскажет Иннокентий Кучкин. 35 уникальных работ отображают быт, атмосферу, культуру Арктики и населяющих ее народов. Юрий Слепцов – ученый, который много бывает в экспедициях по Крайнему Северу. Всегда с собой носишь фотоаппарат и фотографируешь так спонтанно, да? И действительно потом получается, и смотришь, какие хорошие кадры. Когда ты снимаешь людей на севере, да, они когда видят объектив, они сразу закрываются, да, и поэтому надо всегда снимать, когда они пределе, как-то или издалека, так что незаметно было для них. И тем самым как раз получается интересно сам кадры. При его участии был открыт кочевой лагерь, который работает с начала 2000-х годов в Момском районе. Его основная цель – сохранение языков и культур коренных малочисленных народов Севера. Преимущественные у нас портреты, которые показывают как раз-таки духовную, наверное, суть этих людей, о том, как они заботятся о своем наследии. И, как рассказывал автор, каждая фотография, она не специально выверена, это не постановочные кадры, это живая фотография, которая случается очень редко, потому что она случается в моменте. Большинство фотографий сделаны в период работы кочевого лагеря, а также во время экспедиций по северным регионам России – Якутии, Чукотки и Камчатки. Гости и жители Владивостока могут своими глазами увидеть, как живут народы Арктики. Великолепная выставка, замечательная. Захотелось больше узнать о народе Якутии. Сегодня буду в Яндекс искать информацию и, конечно, посетить Якутию, знаменитые Ленские столбы и просто узнать больше о народах, о народе, о быте. Захотелось больше. И хотелось бы, чтобы таких выставок было много, чтобы мы обменивались впечатлениями и узнавали друг о друге.
Работы погружают зрителя в среду оленеводов и рыбаков, в ритм сезонных перегонов и морских промыслов. Фотовыставка Юрия Слепцова реализуется благодаря фонду президентских грантов. За этой фотографией еще идет очень такой интересный рассказ. И именно тех мест, которые нам трудно попасть. Может, мы вообще с вами там никогда не окажемся. Да? Но вот благодаря этим снимкам, кадрам художника мы можем, так сказать, увидеть вот эту всю широту вот тех народов, которые населяют нашу страну. Да? Очень символично, что выставка открывается в год единства народов России. Посетить фотовыставку можно до 4 октября по адресу Партизанский проспект, 12, Иннокентий Кычкин, Владивосток. Ближайшей ночью в Якутске и центральных районах республики синоптики прогнозируют минусовые температуры. В столице республики ночью ожидаются заморозки до 0, -2. Днем в городе обещают теплую погоду до плюс 19-21 градусов без осадков. В центре же Якутии ночью при прояснении похолодает до 0,5 градусов. Днем будет до плюс 18, плюс 23. Таким мы видели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.